Нет лучшего испытания, как с точки зрения качественной, так и с точки зрения количественной, чем война. Кто-то мечтал отдохнуть в Европе. Ну, мечтал он. Аллах ему дал. Может, даже он молил Всевышнего. Кто-то устал от жены. И Аллах ему дал это. Ну, смеетесь, да? Ну, оно ж так. Кто-то из нас мечтает освободить родину. Говорит о Крыме. Разве Аллах не приблизил это для нас через войну? Фитна, она более страшнее, более губительнее, более тяжко по последствиям, нежели убийство. Что такое фитна? Сейчас мы живем в военное время. Кто-то там говорил джихад, джихад, джихад. Это все видели, слышали. А тут как только все началось, вдруг что-то здесь, оказывается, не джихад. Лучше, оказывается, ехать в Европу. Если кто-то вывез свою семью и спас от угрозы, то он совершил вполне себе правильный поступок. Дорогие братья, Всевышний Аллах решит судьбы. Он решит судьбы людей, судьбу каждого человека в отдельности. И это константа, это вводная нашей жизни, неизменная. От нее мы отталкиваемся. Так Всевышний Аллах говорит: «А'узу биллахи минаш шайтанир раджим. Саббих исма раббикаль а'ля». И все вы прекрасно знаете аяты и читаете. Славь имя Господа твоего, Всевышнего, аллади халака фасауа, который сотворил все сущее и всему придал соразмерность. Валлади каддара фахада, который предопределил судьбу творений и указал путь. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в других аятах говорит, и как много таких аятов. Инна кулля шейин халакнаху бикадар. Воистину, мы сотворили каждую вещь согласно предопределению. То есть, каждому из нас Он начертал путь в этой жизни. И на этом пути Он обозначил и ровности, и трудности, сложности. И на этом пути будут и спуски, и подъемы. И на этом пути будут и обрывы, и подрывы. И такова суть предопределения. Опять же, как говорит об этом Всевышний, Творец всего сущего. Алям наджаллаху айнайн. И все вы прекрасно знаете эти аяты. Это аяты последнего джуза. Разве мы не наделили его двумя глазами? Валисана ва шафатейн. Языком и двумя устами. Вахадайнаху надждейн. Разве мы не указали ему на две восходящие тропы? Фалак тахамал акаба. Но он не стал преодолевать крутую тропу и так далее. И также Всевышний Аллах говорит в другом аяте, и как много таких аятов. «Инна халакуна инсана мин нутфатин амшаджин набиталихи фаджаальнаху сами'ан басира». Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим. И также Создатель всего сущего, Аллах Субхану ва Тааля, говорит: Инна хадайнаху сабиля, имма шакира ва имма кафура. Мы повели его путем, либо благодарным, либо неблагодарным. Братья, ведь любое испытание – это и есть определенный обрыв. Мы говорили, что на этом пути будут и подъемы, и спуски, обрывы, подрывы. Так вот, любое испытание – это и есть обрыв, подрыв на этом пути. А нет большего испытания для человека, нежели испытание через лишение. И это также константа, вводная нашей жизни, неизбежная, потому что мы будем время от времени проходить через это, как об этом опять же говорит Всевышний Аллах. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Мы непременно испытаем вас незначительным страхом,
голодом, потерей имущества, людей и плодов, обрадуй же терпеливых. Или как же Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает, Аллах лучше знает. Тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов. Сейчас мы живем в военное время. И больше всего лишений бывает именно в войне. И поэтому нет лучшего испытания, как с точки зрения качественной, так и с точки зрения количественной, чем война. Как для человека в отдельности, так и для человечества в общем, в целом. Почему лучшего? Нет на самом деле лучшего испытания. Тут на самом деле можно призадуматься и поразмыслить каждому. Наверное, потому что война есть не самое губительное для человечества. И как емко Аллах Субхану ва Тааля об этом говорит. «Валь-фитнату ашадду минал катль». В одном из аятов. В другом «Валь-фитнату акбару минал катль». Фитна, она более страшнее, более губительнее, более тяжко по последствиям, нежели убийство. И фитна больше, нежели убийство. Что такое фитна? Фитна – это на самом деле емкое кораническое понятие. В данных аятах, которые я привел, оно четко означает ширк и так далее, куфр. Но если мы читаем Коран и анализируем, как на это указывают многие современные проповедники, ученые, ссылаясь на коранические аяты, фитна – это все, что беспокоит человека, все, что потрясает человека. И поэтому этимология этого слова – фитна. На что указывает этимология этого слова? «Фафитнату захаби валь фидда хия та'аридухума линнар». Фитна для золота и серебра, как это указывается в толковых словарях арабского языка, это есть то, когда подвергаются эти два драгоценных металла повышенной температуре. И они очищаются. Это есть фитнату захаби валь фидда. Это есть фитна, то есть проба, да? Когда идет очищение, увеличивается, улучшается проба. Поэтому нет лучшего испытания на самом деле, чем война. Именно поэтому в любом испытании, и особенно в войне, на самом деле, с глубинной точки зрения, вселенской точки зрения, есть великое благо для человечества в целом. И мы это видим сегодня. Как пелена лицемерия слезает во время войны. Мы это видим на примерах многих стран, на примере поведения политиков, общественных деятелей, религиозных деятелей, на поведении отдельных людей. Благо, обратите внимание, не для человека отдельно, а для человечества, то есть для группы людей. Ибо, проходя через испытания, на самом деле, тоже интересный момент. Призадумайтесь, проанализируйте, возьмите себя лично в пример, сами с собой. На самом деле, каждый человек получает то, чего хотел на самом деле. В момент испытаний, и особенно в войне. И так это было сейчас. Возможно, даже он получает то, о чем молил Всевышнего в сокровенных мольбах. И достаточно обернуться вокруг, как вы увидите это все, поразмышляете. Я сталкивался с этими примерами. Кто-то мечтал отдохнуть в Европе. Ну, мечтал он. Аллах ему дал. Может, даже он молил Всевышнего. Кто-то устал от жены. И Аллах ему дал это.
Ну, смеетесь, да? Ну, оно ж так, по большому счету. Кто-то мечтает о джихаде, о том, чтобы сразиться с врагом. Аллах на самом деле дал ему, предоставил такую возможность. Кто-то из нас мечтает освободить родину, говорит о Крыме. Разве Аллах не приблизил это для нас через войну? Сами подумайте об этом, поразмышляйте. И каждый, как я уже упомянул, он получает то, о чем он мечтал, но лишь с одной оговоркой. В редакции Всевышнего. Так, как хочет он. В его редакции. Потому что он справедливый, он мудрый, он знающий, он слышащий, видящий. Он лучше знает, что дать, в какой редакции дать. Он дает то, чего я хотел, ты хотел, мы хотели. Но в своей редакции. Таким вот образом, через сильные потрясения, все наши мечтания, чаяния, надежды, желания, они словно показываются нам, Аллах нам показывает их через микроскоп в увеличенном масштабе, через зум, чтобы мы задумались, поразмыслили над ценностями и ценой. У всего есть ценность и цена. Декларируемые ценности и цена обязательно. Идея, материя. И должен быть всегда баланс, который мы готовы платить за эти ценности. Если через испытания, это уже для самоанализа каждому из нас. Если через испытания произошел дисбаланс, знаете, как машина уже начинает колбасить, она не туда едет. В ценностях еще больше. Если через испытание произошел дисбаланс и кого-то унесло куда-то в погоне за цену в ущерб заявленным ценностям, то значит он был как минимум, этот человек, не искренен с самим собой. И ему надо переосмыслить свои ценности. Ну, условно, да? Кто-то там говорил джихад, джихад, джихад. Ну, это все видели, слышали. А тут как только все началось, вдруг что-то здесь, оказывается, не джихад. Лучше, оказывается, ехать в Европу. Например. Это один из примеров. Таких явных, очевидных. А примеров может быть много. Сами размышляйте над этим. Если же через испытания человек утвердился в ценностях, которые декларировал, опять же, ценности разные. У каждого свои ценности могут быть, и они все могут быть в рамках шариата. Я говорю об общих вещах, о том, чтобы мы поразмыслили, каждый сам над собой, над своим внутренним миром, над своими чаяниями, мечтами, надеждами, ценностями. Если же через испытания человек утвердился в ценностях еще больше, то есть он говорил о чем-то, декларировал что-то, пришла война, испытания, он твердо остался на том, на чем он был. И он готов платить еще большую цену за свои ценности, то таким образом Всевышний показал ему это на самом деле в увеличенном масштабе. И более того, он приблизил осуществление для него, его мечты, как я говорил, с Крымом, да? Если говорить про Крым, ну, год назад, если кто-то говорил, действительно так, да, вот Крым освободится там и так далее, казалось это не очень реалистично. А сейчас все поменялось. Через что? Через испытания, через войну. И так далее. Размышляйте. Дорогие братья, поистине в день джума есть такой момент, когда Всевышний Аллах слышит мольбу молящего и отвечает на мольбу. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи и прощении, лишь к Нему взываем. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь.
И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Дорогие братья, смотрите, я сегодня говорил про самоанализ, поэтому не стоит критиковать друг друга за те или иные действия. Многое, что сейчас изменилось, да, всех разбросало. За те или иные действия в момент испытаний, в момент войны, в момент всеобщей паники масштабной. Потому что, порой можно услышать, да, там, как братья обсуждают и говорят, там, вон тот паникер, там, вот он там трус сбежал, вот он такой, вот он сякой и тому подобная вещь. Не стоит этого делать. Сегодня в этой хутбе я вас не призываю к этому, собственно говоря. Ведь если кто-то вывез свою семью и спас от угрозы, то он совершил вполне себе правильный поступок. Если кто-то решил поменять, да, место жительства, поменять Украину, а много таких братьев, таджиков, афганцев, те, кто являются не местными, то есть не гражданами Украины, у кого были проблемы, там, Интерпол, документы и тому подобное. Если кто-то, в принципе, он планировал это сделать, да, и это сделал, по тем или иным, опять же, по тем или иным собственным экономическим каким-то мерам безопасности сделал это, то есть это вполне себе правильный поступок. Нет в этом проблемы. Для своей будущей перспективы, для будущей своей семьи и тому подобное. В конечном итоге, братья, каждый из нас и мы получаем, как я это уже подчеркиваю, от него на самом-то деле то, чего и желаем. И заслуживаем. Поэтому не стоит критиковать. Главное, чтобы это было на благо. На благо мусульман, на благо отдельного мусульмана в отдельности, на благо его семьи, на благо уммы в целом, где бы он ни был, где бы он ни оказался. Поэтому, если кто-то там оказался, пусть продолжает призыв. Пусть будет полезным для человечества. Ведь мусульманин и мусульмане – это лучшая умма, выведенная, данная для человечества. Как об этом опять же говорит Всевышний Аллах. «Кунтум хайра умматин ухриджат линнас». Вы были лучшей уммой, являетесь лучшей уммой, которая дана человечеству. «Та'муруна биль ма'руф ва танхауна аниль мункар». Призываете к одобряемому, запрещаете порицаемому. «Ва ту'минуна билля». Веруете в Аллаха. Или как об этом сказал посланник Аллаха. «Хайрукум анфа'кум линнас». Лучший из вас тот, кто больше всего приносит пользы людям. Так вот, главное, как я уже упомянул, и на этом акцентирую внимание, чтобы мы перепроверили, диагностировали сами для себя свои ценности, провели диагностику внутреннюю. И главное, чтобы мы не были обмануты своим эго, шайтаном, лицемерием и так далее. Дисбаланс, да, как я говорил в первой части хутбы. Главное, чтобы мы были и дальше полезны, как я это уже сказал, для уммы и для человечества, где мы бы не были. Дорогие братья, зачастую некоторые посылы той или иной, то есть хутбы, да, задевают нас за живое. Очень часто можно слышать, после хутбы, о, шейх. Иногда радует, иногда огорчают, иногда обижают. На самом деле, если это происходит, это хорошо. Значит, есть о чем задуматься, есть о чем поразмышлять. Но хочу обратить ваше внимание, что хутба, любая хутба, по сути, это речь, да? А речь – это треугольник. Это сама речь, это тот, кто обращается с речью, тот, кому адресована эта речь. Это треугольник, как и любая речь. Тот-то обращается имам, тот, к кому обращаются ма'мумы. А нет лучшей речи, если мы говорим про хутбу, которая построена на том, что говорит Аллах, что говорит посланник Аллаха. «Оман астаку мин Аллахи хадиса», как об этом Аллах с.в.т. говорит. А кто же
чья же речь правдивее, нежели речь Аллаха. И нет лучше того, кто произносит подобную речь. И пусть Всевышний сделает каждого из нас таковым. Как об этом говорит опять же Всевышний Аллах. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Чья же речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступают праведно и говорит: воистину я один из мусульман. И нет лучше тех, кто внимает, слушает и слышит эту речь. Поэтому, братья, задача имама – это фрагментарно увеличить, как в телефоне, да, мы картинку увеличиваем. Это же модно сейчас. И показать через микроскоп, коим является, опять же, что? Ислам. Коим является Коран и Сунна. Через речь. Сказал Аллах, сказал посланник Аллах. Те или жизненные явления, те или иные жизненные явления, те или иные обстоятельства, те или иные проблемы общества. И если мы увидели то, что нас огорчило, то в этом благо для нас. Есть над чем задуматься. Поскольку у нас есть возможность предпринять какие-то меры. Исправить это. И если мы увидели то, что обрадовало нас, то и в этом есть благо для нас. Мы утвердились, зарядились, чтобы продолжить свой путь восхождения. Имма шакира ва имма кафура, как это мы сказали в начале хутбы. Задача же имама заключается в том, чтобы он помог нам понять и полюбить себя на самом деле. В рамках того, что дозволил Всевышний Аллах. Ради и для того, что он любит. Что любо ему, что нравится ему. На самом деле, каждый имам, каждый хатиб мечтает оказаться на месте слушающего. И не нести бремя, потому что те, кто слушают, несут только бремя свое. А тот, кто говорит, несет бремя за всех. И аману, которую Аллах предоставил, как это говорится в аятах, горы и земля отказались нести, понес человек. В эти аяты, в них очень глубокий смысл. Но не об этом сегодня. Я прошу Всевышнего Аллаха стойкости каждому из нас. Я прошу Всевышнего Аллаха правдивости каждому из нас. Думайте, размышляйте над своими ценностями и над ценой, которую вы готовы платить за эти ценности. В жизни всегда так. Поэтому Аллах, когда говорит о джихаде, Он всегда начинает с имущества, а потом жизни. Цена, ценности. Это все взаимосвязанные вещи. Очищайтесь, исправляйтесь, идите по пути благодарности, не по пути неблагодарности.